Когда-то Александр Грузевич жил в доме номер 6 на Ленинградской улице Чернобыля. Вот это все, что осталось. И было очень теплое место. Я когда был маленький, мать там протапливала, допустим, зима, мороз, холодно. Вот прогревала. Утром 26 апреля 1986 года Александр вышел на улицу покурить. Так я вот в 3 часа ночи вышел покурить, смотрю в окошко, а там стоит такое как бы зарево, садится солнце, такой багровый цвет. Вот, такое, я еще так подумал, странное время, 3 часа ночи, какое может быть солнце, какое может быть что. Ну, хотя на следующий день нам ничего не говорили. Приказ об эвакуации Чернобыля был отдан только 10 дней спустя. Из-за радиоактивного заражения было также эвакуировано все население Припяти – 55 тысяч человек. Сегодня этот город-призрак служит напоминанием миру о самой страшной атомной аварии за всю историю человечества. Пространство разрушающегося города постепенно занимают радиоактивные березы. В местной школе на полу так и остались детские противогазы, напоминания о холодной войне и учебники, которые рассказывают о достижениях Советского Союза. В зоне отчуждения живут несколько сотен человек, почти все пожилые, присутствие которых власти тихо терпят. В Чернобыле находится порядка 3000 человек. Они продолжают работу по демонтажу АЭС. Им разрешено оставаться в зоне до 14 дней. Раз в неделю Александр Гузевич приезжает из Киева на работу в больницу, которая находится всего в нескольких минутах от его старого дома. И мать еще говорила отцу, что давай, говорит, вернемся, давай вернемся, но так, не получалось. Хотя на тот момент мы уже приехали, прошло где-то месяц-полтора после аварии. Мы с отцом приехали сюда в родной дом. Дом был разбитый, кажется, стекла были выбиты, двери были открыты. То есть в расстроенных чувствах мы уже вернулись с ним обратно уже домой. По оценкам специалистов, зона отчуждения будет опасной для человека еще 20 тысяч лет, но для некоторых чернобыльцев это место продолжает оставаться родным, и желание вернуться для них сильнее невидимой опасности.